Сегодня в России началось трехдневное голосование. Страна выбирает президента на ближайшие 6 лет. Здравствуйте, это новости Татарстана. Мы следим за ходом голосования в республике. И сейчас о главном к этому часу. Выборы президента страны. Я пришел лично голосовать за будущее нашей страны и за будущее своих детей. Как прошел первый день голосования, увидела Вероника Гайнутдинова. Первые лица и первый день голосования. Кто из известных людей сегодня пришел на избирательные участки, увидел Дмитрий Аренин. Вместе в будущее! Это возможность еще раз принять участие в формировании образа будущего нашей страны. Как на выборах президента России голосуют в городе будущего Иннополисе, расскажет Рамиль Шайдуллин. Выборы в нашей стране будут идти 3 дня. Сегодня, завтра и в воскресенье 17 марта. Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 8 вечера. В Татарстане 65 территориальных и 2722 участковых избирательных комиссий. 45 временных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале и в аэропорту. В проведении голосования задействованы более 21 тысячи человек. К урнам ждут почти 3 миллиона татарстанцев. Явка на выборы президента России в Татарстане составила 23,24%. Данные по состоянию на 3 часа дня в едином информационном центре озвучил председатель ЦИК Республики Андрей Кондратьев. Полчаса назад процент проголосовавших по России составил 26,93%. Как отметил Андрей Кондратьев, жалоб на нарушение избирательного законодательства в республике не зарегистрировано. На горячую линию Татарстана поступило более 700 звонков. Большинство обращений информационного характера. От тех, кто не успел перезакрепиться к участку или подать заявление из других регионов. Я уверен, что голосование сейчас к вечеру пойдет более активно, поскольку все завершается рабочий день, после работы продолжится и голосование, и активность возрастет. Такая активность традиционна для Татарстана. Жители республики идут голосовать с раннего утра. В большинстве избирательных участков их сегодня встречали гимнами России и Татарстана. Так, на Казанском 283-м их исполнили оркестр и хор. Так приветствовал избирателей Институт культуры. Сюда пришли семьями, поддерживая традицию всей семьей на выборы. Вероника Гайнутдинова об активных татарстанцах и креативных избирательных участках. В 8 утра торжественно и музыкально открылся 283-й избирательный участок в Казанском институте культуры. Гимны России и Татарстана исполнили оркестр народных инструментов Казан-Нура и сводный хор института. Так, 70 человек творческого коллектива приветствовали избирателей. Нам дана такая большая и честь, и возможность начать вот эту большую миссию. Возможность выбрать правильный путь в нашей стране на будущее, потому что именно от нас решается то, как мы будем дальше жить. Это не только один из самых культурных, но и один из самых крупных избирательных участков Приволжского района Казани. Сюда прикреплены больше 1000 человек. Еще 300 избирателей решили проголосовать именно здесь. Одной из первых отдать свой голос пришла семья Хисматуллиных. Мадина учится в 11 классе. 2 недели назад ей исполнилось 18 лет. Это ее первое голосование. Сделать такой ответственный выбор пришла с папой. В этом году 86 тысяч татарстанцев впервые принимают участие в голосовании. Очень рада, что у меня есть такая возможность прийти, принять участие в выборах, то есть исполнить свой гражданский долг. И это такая большая честь для меня сегодня. Мы пришли выбирать лидера нашей страны. Мы голосуем сегодня не только за лидера, а за наше будущее нашей страны. Мы с семьей пришли. Матушка, конечно, не пришла. Она сегодня на работе. Она после работы подойдет. Президентские выборы в Татарстане проходят под девизом «Всей семьей на выборы». Вот и многодетные Галиевы пришли с младшим сыном Юсуфом. Папа работает механиком, мама трудится в газовой отрасли. Выбираем президента, чтобы все было в нашей стране хорошо. Так как мы граждане России, это наша обязанность. И мы пришли с младшим сыном, и чтобы показать, как это происходит, что и как. Пример подаем. В первый час работы этого избирательного участка проголосовали больше 100 человек. Много молодежи. Учусь в Казанском институте культуры. Здесь прикреплен, отвыступал и решил здесь же
проголосовать за будущее нашей страны. Очень много молодежи с утра приходит. Я понимаю, что многие вузы сегодня учатся, и даже несмотря на то, что многие хотят поспать побольше, да, молодежь именно приходит и до занятий хотят быстрее проголосовать, чтобы спокойно пойти дальше на учебу. Много молодых людей голосовали и на избирательном участке в КНИТУ КХТИ. После пар сразу пришли сделать свой выбор. Я всегда хотела попасть на выборы, но я считаю, что это мой гражданский долг, и я поэтому очень рада, что я смогла прийти и сделать свой выбор. Увидеть, как проходят выборы, в университет приехали делегаты Всемирного фестиваля молодежи. Ваши выборы очень отличаются от голосования, которое проходит у нас. Здесь люди напрямую выбирают президента. Мы сегодня посетили несколько избирательных участков. Я удивлен, как много людей приходит голосовать. Вся нация так сильно сплочена. Люди заинтересованы в выборах. Альфия Галиевой 90 лет. Говорит, решила не вызывать на дом представителей комиссии, а пришла на участок сама. За свою жизнь ни разу не пропустила выборы. Вспоминает, как первый раз голосовала больше 70 лет назад. Получила паспорт первый раз с родителями. Очень интересно было для нас. Я вот сразу вспоминаю, играла музыка, оркестр, весело. Тогда мы шли к 6 часам, сейчас к 8. Весь день на участках работают медицинские бригады. На 40 организовали кабинеты здоровья, где можно измерить давление, сделать ЭКГ и проконсультироваться с терапевтом. А еще можно закупиться продуктами на ярмарках. На прилавках хлебобулочные, кондитерские изделия. Приготовили даже торты, украшенные в цвета флагов России и Татарстана. Все, что мы производим, всю продукцию привезли. Покупателям все нравится, спасибо говорят. Все, что надо по душе, кто что желает, все у нас есть. Большие ярмарки избирателей ждут в основной день голосования 17 марта. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Проголосовать в первый же день решили первые лица республики, главы городов и районов, руководители предприятий, многие с супругами. Свой выбор сегодня сделали Рустам Минниханов, Фарид Мухаммедшин, Марат Ахметов, Ильсур Медшин, главы основных конфессий. С каким настроением руководители голосовали, расскажет Дмитрий Аринин. Это первое здание КАИ. Оно находится в самом центре города, на улице Карла Маркса. На каждых выборах здесь голосует раис республики Рустам Минниханов. На избирательный участок он пришел с супругой Гульсиной Миннихановой около 10 утра. Как джентльмен Рустам Минниханов пропустил свою супругу первой получить избирательный бюллетень. Кабинка для голосования, а затем к избирательным урнам подошли вместе. Раис республики поздоровался с журналистами и практически одновременно с женой опустил бюллетень в урну. Чете Миннихановых, как и всем проголосовавшим, волонтеры вручили специальный браслет с надписью «Всей семьей на выборы». Под таким слоганом проходит голосование в Татарстане. Семья Мухаммедшиных сегодня голосовала в 116-м лицее Вахитовского района. Здесь находится 43-й избирательный участок. Луиза и Фарид Мухаммедшины были в хорошем настроении. Этому благоволила и весенняя погода. Супруги опустили бюллетени в одну урну. В общении с журналистами Фарид Мухаммедшин призвал всех татарстанцев прийти на выборы. Выбрать достойного человека, чтобы наша Россия в этих непростых условиях обеспечила спокойную жизнь, созидательный труд граждан Татарстана и Российской Федерации. Около 11 утра на избирательный участок в главном здании КХТИ вместе с супругой Милюшой приехал вице-спикер Госсовета Марат Ахметов. На участке было многолюдно, студенты прикрепились сюда и совместили выборы с парами. Чета Ахметовых проголосовала быстро, вся процедура заняла не более 5 минут. Живем одной большой судьбой нашей страны, его государственной целостности, его географической целостности, за права на его национальное богатство, природные и другие, и, в конце концов, за безопасность собственного населения. Активность в первый же день голосования проявило и духовенство. Практически в одно и то же время, только на разных участках, голосовали муфти и митрополит. Камиль Хазрат Самигуллин пришел на 46-й участок. Он разместился в школе имени Каюма Насырии, в соседнем с духовным управлением здании. Камиль Хазрат проголосовал вместе с супругой. Он был в нарядном татарском костюме изумрудного цвета. Ранний час связан с тем, что очень много дел сегодня. Причина прихода на выборы в первую очередь. То есть мы должны помнить о том, что мусульман в нашей стране очень много. Голос мусульман должен быть слышен, и невозможно этого достичь, если мы
не придем и не выскажем его. Митрополит Казанский татарстанский Кирилл проголосовал на 270-м участке Приволжского района Казани. Это 129-я школа в поселке Петровский. Как рассказал владыка, то, что выборы важны, он усвоил еще в молодости от своего духовного отца. С возрастом я понимаю, что это действительно очень важно, это нужно, но это кесарево надо отдавать, оставляя за собой то, что нужно нам оставлять за собой как верующим людям. В селе Эльдермыш Высокогорского района по традиции голосует депутат Госдумы Айрат Фарахов. Должны сегодня доказать своим единством, своей сплоченностью, что для нас это принципиально важный выбор. Мэр Казани Ильсур Медшин с супругой Гульнарой свои бюллетени опустили в урну на избирательном участке в здании Казанского института культуры. Здесь музыканты создавали по-настоящему праздничное настроение. Я призываю всех наших уважаемых, дорогих жителей Казани проявить социальную активность и проголосовать за будущее Казани, Татарстана, России. Выбрать нашего президента и вместе строить новую счастливую жизнь. На свой избирательный участок в 23-й школе в 9 утра приехал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Как рассказал, он не пропустил ни одни выборы в своей жизни. Руководитель полумиллионного города должен показать пример для жителей и избирателей города Набережные Челны. В 46-й школе Автограда уже несколько лет голосует генеральный директор КамАЗа Сергей Когодин. Каждый из граждан России должен прийти сегодня к избирательному участку, имеющий право голоса, и сделать свой выбор, потому что период, когда в стране крайне важна консолидация нашего общества. Как отметили руководители, они решили проголосовать в первый день. Это важно для них самих и их коллективов. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Все 3 дня голосования при Общественной палате республики работает Центр общественного наблюдения. В IT-парке на большую видеопанель транслируют ход голосования с участков, где установлены веб-камеры. Таких в Татарстане более 1000. Это 40% от всех избирательных участков. Одновременно на табло можно увидеть 48 УИКов. Видео обновляется каждые 10 секунд. Трансляция с участков будет идти в круглосуточном режиме. Запись с камер наблюдения передается в ситуационный центр при Общественной палате. Там более 30 юристов мониторят соцсети, взаимодействуют с наблюдателями на избирательных участках в режиме онлайн. В случае возникновения вопросов видео можно пересмотреть. Посетить Центр общественного наблюдения может любой желающий. Для этого при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также заполнить анкету общественного наблюдателя. Такие центры, такая открытость – это решение вопросов абсолютного доверия к результатам выборов. Поэтому, конечно, я считаю, что центры общественного наблюдения, вот как и вообще общественное наблюдение как институция, они вносят очень серьезный вклад. И это подтверждают в том числе и опросы социологические за последние годы. Именно эти форматы работы, они повысили в целом доверие к результатам выборов. В случае, если мы выявляем на каких-то ресурсах сообщения о правонарушениях, мы это все анализируем и с правовой точки зрения готовим заключение и показываем вам для общественности. Все могут ознакомиться, посмотреть и сделать свои выводы. Все проходит в открытом режиме. Здесь каждый избирательный участок на видеоэкране. У нас есть возможность показать сопричастность каждого к этому процессу. Нас готовили, объясняли все, законы, объясняли их, не только показывали список какой-то их, и говорили, как решать такую или другую проблему. За будущее страны сегодня голосуют и в городе будущего Иннополисе. Второй раз в истории в самом молодом городе России выбирают главу государства. Голосование организовано на одном избирательном участке. Ожидается, что за 3 дня здесь сделают выбор больше 1500 избирателей. С процессом работы избирательной комиссии в Иннополисе ознакомились и международные наблюдатели. Чем удивил высокотехнологичный город гостей, увидел Рамиль Шайдулин. В технологичном городе технологичные выборы. На единственном в Иннополисе участке избирателей встречает робособака.
Одними из первых она приветствует иностранных гостей. Международные наблюдатели из Доминиканы, Индонезии, Танзании и Испании следят за ходом голосования. Эксперты задают вопросы об организации избирательного процесса. Вывешивают ли по городу результаты лидирующих кандидатов, знакомят ли голосующих с их выборной программой. Выборы в России сильно отличаются от выборов в нашей стране. Во-первых, ваши кандидаты официально покупают места на рекламных баннерах, в то время как у нас пользуются всеми возможными технологиями продвижения. Во-вторых, вы на 3 шага впереди нашей страны в плане организации. Мы не размещаем на бюллетене предвыборную программу кандидатов, а только имя и номер. У нас нет прозрачных ящиков и общественных мест для голосования. Голосование здесь похоже на выборы в Доминиканской республике. Люди тоже приходят, регистрируются, и им также выдаются бюллетени. У нас они называются патроны, но в Доминикане голосуют в течение 1 дня, и для нас это выходной, а у вас 3. Наверное, это главное отличие. Сегодня мы были на открытии участка номер 55 в городе Казань, и при наших экспертах были запечатаны прозрачные боксы для сбора бланков для голосования. Мы убедились в том, что все запечатано, прозрачно и невозможно вскрыть без повреждения. Судя по тому, что мы видим, выборы проходят максимально организованно и прозрачно. Все это время с 8 утра и до 8 вечера на участок продолжают идти избиратели. Среди них вице-премьер республики Роман Шайхутдинов. Это возможность еще раз принять участие в формировании образа будущего нашей страны, признание тех результатов, которые наша страна добивается, как на внутренних задачах, так и на мировой арене. Следом всей семьей на выборы пришел мэр Иннополиса Руслан Шагалеев. Мой долг как гражданина, как жителя Российской Федерации прийти и отдать свой голос. Ожидается, что за 3 дня свой гражданский долг на этом участке исполнит больше 1500 человек. Кроме основных жителей, в этот список дополнительно заявились нам проголосовать более 1000 избирателей. В самом молодом городе России, как ни странно, и одни из самых молодых избирателей. Средний возраст жителей 31 год. Что неудивительно, ведь большинство живущих здесь это перспективные IT-специалисты, которые именно в Иннополисе сначала нашли свое призвание, а многие и встретили свою судьбу. Впервые президента страны в статусе мужа и жены выбирают молодые супруги Костанян. На их безымянных пальцах обручальные кольца, в руках теперь еще и браслеты «Я проголосовал». Наконец-то. Глава семейства Арман, призер всероссийского конкурса «Учитель года» и преподаватель математики в Иннополисе. Супруга – организатор мероприятий города будущего. Сейчас мы уже с точки зрения как молодая семья уже делаем, так скажем, свой выбор. Вот. Ну, а голосовать в самом современном, в самом высокотехнологичном городе страны, ну, это круто и высокотехнологично. Итак, это настоящий нейрохудожник. Здесь не только выбирают свое будущее. В Иннополисе оно уже наступило. У входа на участок встречают персонажей игр будущего и учат писать картины вместе с искусственным интеллектом. Давай, нажимай скорее. Все нейросети и программная часть исключительно разработка университета. Здесь считают, выборы президента – важное событие для тех, кто смотрит в будущее. Рамиль Шайдуллин, Сансаитова, ТНВ, Иннополис. Сегодня Рустам Минниханов встретился с делегатами Всемирного молодежного фестиваля. Они стали гостями Татарстана по программе «Жить и работать в России». Ребята приехали в Казань на 4 дня, чтобы познакомиться с экономическими, культурными и IT-достижениями республики. Чем Татарстан влюбил в себя иностранцев, знает Сирина Васильева. На встречу с Рустамом Миннихановым многие иностранные делегаты пришли в национальных костюмах. Так они хотели подчеркнуть свой культурный код. Несмотря на холодную погоду, Татарстан нас очень тепло принял, сообщили они Раису республики. Рустам Нургалевич, большое спасибо вам за такое важное и масштабное мероприятие. Венгр Роланд Берги поздоровался с Раисом на татарском, уже на русском, рассказал, насколько его впечатлил Иннополис. Зарубежный гость спросил у Рустама Минниханова, какими качествами должен обладать молодой лидер, с которым готов сотрудничать Татарстан. Вы прекрасно говорите на русском языке. Это уже одно из конкурентных ваших преимуществ. Вы спокойно можете организовать работу между нашими странами. Но, во-первых, совет какой? Каждый должен иметь какую-то
специальность, ты должен что-то делать лучше всех. В любом случае, даже политик, если он по земле немножко походит, узнает, как живет народ и какие интересы, это будет полезно. Поэтому надо быть активным. Какие молодежные проекты реализуются в республике? В чем секрет мирного существования представителей разных религий и конфессий? Что делать для продвижения русской литературы и науки в других странах? Вопросы лидеру Татарстана подготовил каждый участник фестиваля. Рустам Миниханов ответил на все. Молодежь, она должна общаться. Вот такой форум – это огромная возможность как для молодежи нашей страны, так и для вас найти новых друзей, новых партнеров. Вы будете сближать наши страны. Среди молодых делегатов представители 55 стран мира – Бразилии, Египта, Индии, Китая, Колумбии и не только. Все делились впечатлениями. Каждый день у нас очень насыщенная программа. Мы не успеваем даже просто заглянуть на телефон. Первый день мы посетили музей, а потом мы были в мечети. Это для меня очень полезный опыт, потому что мы когда посетили Озон, это для меня интересно, потому что моя сфера экономики. Мне здесь очень понравилось большой колорит, то, что люди здесь разговаривают не только на русском. Я увидела множество национальных костюмов. Понравился чак-чак, очень понравился, когда мы готовили, понравилось ичпачмак. Есть договоренности о том, что те международные молодежные союзы студентов и молодежи разных стран, которые они представляют, что мы и в дальнейшем будем с ними взаимодействовать. Иностранные делегаты уже посетили логистические центры маркетплейсов и исторические места. Познакомились с молодежными программами Татарстана. Завтра у ребят последний день путешествия по Татарстану. Сирина Васильева, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. На 285-м избирательном участке свой голос отдал сегодня Герой России, участник СВО Расим Баксиков. Тот редкий случай, когда его можно встретить не в военной форме. Расим Баксиков рассказал, у него сегодня выходной, поэтому и пришел сделать свой выбор в первый день голосования. Завтра на службу. В 136-й школе ученики встретили Героя России и других избирателей патриотическими песнями. Мы живем в большом государстве, и этим государством должен управлять не просто способный человек, сильный человек, мощный, глыба. Голос каждого важен, потому что мы делаем наш выбор. Татарстанцы активно участвуют в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы». С самого утра семейные пары выкладывают в соцсетях фото с избирательных участков. Сегодня вице-премьер республики Лейла Фазлеева напомнила, разыграют 3 автомобиля. Имя обладателя одной из машин объявят во время телемарафона на ТНВ 17 марта. По специальному браслету в дни выборов в Казани можно бесплатно проехать на общественном транспорте. Для проголосовавших подготовлены культурно-массовые мероприятия, в том числе большой концерт-фестиваль «Всей семьей на выборы» на стадионе Акбарс-Арена. Если вы приехали, кому-то проголосовав, приехали в гости в другой муниципальный район, вы также можете посетить мероприятие с браслетом, который вы, возможно, получили, проголосовав в другом муниципальном районе. Браслет единого формата, единого установленного образца по всей территории Республики Татарстан. Мы же единая семья, и мы же всей семьей на выборы. В Татарстане работает горячая линия по вопросам защиты избирательных прав. С 8 утра и до 8 вечера на сообщения отвечают представители аппарата уполномоченного по правам человека и Центр избиркома. Получить информацию о местонахождении избирательного участка, рассказать о проблемах, возникших во время голосования, можно по номеру телефона, указанному на экране. Также можно отправить сообщение. Это были новости Татарстана. Итоги первого дня голосования подведем в 21:30. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. Увидимся. Здравствуйте, Исянмисис, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане будет солнечно, температура продолжает повышаться. Подробности после полезной информации. Весна, время обновления. Успейте заказать кухню и шкаф-купе по вашим размерам по сниженной цене от Данил Мастер. Только до конца марта скидка на корпусную мебель 20%. Все подробности по телефону в Казани 2167 166.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в Балтаси, Кукмаре и Высокой горе ясно, без осадков. Температура днем от 1 до 4 градусов тепла, ночью от 6 до 8 мороза. В Буинске, Камском устье, Кабицах будет солнечно, осадков не ожидается. Температура днем плюс 3,5, ночью минус 5,9. В Чистополе, Мамадыше и Нурлате ясно, без осадков. Температура днем плюс 3,5, ночью минус 6,9 градусов. В набережных Челнах, Сарманово и Актаныше солнечно, без осадков. Температура 3,5 тепла днем и 6,9 мороза ночью. В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске температура днем от 3 до 6 градусов выше нуля, ночью от 5 до 10 градусов ниже нуля. Здесь тоже ясно и без осадков. В туристических городах республики тоже ожидается солнечный весенний день. В Свияжске ясно, без осадков. Температура днем до 4 градусов тепла, ночью до 6 градусов мороза. В Болгаре днем плюс 3, ночью минус 7. Здесь солнечно и без осадков. В Елабуге также будет ясно, снега не обещают. Температура днем плюс 4 градуса, ночью минус 8 градусов. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками, недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость, только 20 марта в аптеках Фармнет на санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 92 72 36 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани будет светить солнце, осадков не обещают. Температура днем плюс 4, ночью минус 6 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 763 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, около 3 метров в секунду. Влажность воздуха 54%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде, берегите себя. Кеннергес умышловался.